Прокуратурой города Нерюнгри продолжается надзор за соблюдением Конституции, исполнением законов на территории района и соблюдением прав граждан. По результатам надзорной деятельности прокуратуры в 2024 году выявлено более 7 тысяч нарушений законодательства России в деятельности предприятий и организаций всех форм собственности, органов местного самоуправления и правоохранительных органов. Принято более 2000 мер прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено более 500 сотрудников, в том числе руководителей указанных предприятий, учреждений и организаций. По мерам прокурорского реагирования привлечено к административной ответственности более 300 физических и юридических лиц. Анализируя состояние преступности в Нерюнгринском районе, можно отметить рост количества преступлений на 10% по сравнению с 2023 годом. То есть порядка более 1100 преступлений. Здесь необходимо отметить, что в истекшем 2024 году имело место снижение тяжких, особо тяжких преступлений, а также преступлений средней тяжести. Вызывает обеспокоенность значительный рост преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Так, в 2023 году данных преступлений было совершено более 300, а в 2024 году преступлений совершено уже более 500. Здесь хотелось бы обратить внимание граждан на то, что необходимо очень внимательно относиться к поступающим на их телефонным звонкам от лиц, которые представляются сотрудниками банковских учреждений, кредитных учреждений, сотрудниками и руководителями правоохранительных органов, организаций. И ни в коем случае не принимать никакие меры, направленные на перечисление денежных средств, независимо на чьи адреса, телефоны, электронные почты, сайты и так далее. Значительное внимание в 2024 году прокуратурой города Нерюнгри также уделялось рассмотрению обращений граждан и приему граждан на личном приеме. Так, по итогам 2024 года нами рассмотрено более 2500 обращений. Значительное количество обращений поступило на нарушение трудового законодательства, законодательства об исполнительном производстве, нарушение жилищного законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Учитывая особенности поступивших обращений, а также те отрасли законодательства, на которые они поступили, в 2025 году будет скорректирована работа прокуратуры, и в данных направлениях будет усилена надзорная деятельность. Можно привести конкретные примеры проведения проверок прокуратуры, по результатам которых восстановлены права граждан. Так, после вмешательства прокуратуры города Нерюнгри многодетной семье предоставлены выплаты на приобретение одежды. По иску прокурора города Нерюнгри в пользу работника, получившего травму на производстве, взыскана компенсация морального вреда. Имели случаи, когда обращались пенсионеры за защитой нарушенных прав, им назначались пенсии, которые должны были быть назначены годом ранее, соответственно, выплачивались суммы, которые своевременно не были назначены. Кроме обращений, направленных в органы прокуратуры, граждане также принимаются непосредственно на личном приеме сотрудников прокуратуры. Так, в 2024 году сотрудниками прокуратуры принято более 300 граждан. При этом руководством прокуратуры, а именно прокурором и заместителями, принято более 200 граждан. Прокурором города в 2024 году осуществлены выезды в населенные пункты Иенгра, поселок Серебряный Бор, Беркакит, Чульман, где также организован прием граждан на личном приеме. От граждан получены жалобы, обращения, заявления, по которым проведены проверки и при их удовлетворении приняты меры прокурорского реагирования. Здесь хотелось бы обратить внимание жителей района на то, что прием граждан в прокуратуре производится на постоянной основе, и любой гражданин может в рабочее время с 9 до 18:00 обратиться в прокуратуру и согласно утвержденному графику приема сотрудниками прокуратуры города Нерюнгри прийти на личный прием к прокурору либо его заместителям. Также хотелось бы обратить внимание на то, что в истекшем году сотрудниками прокуратуры поддержано государственное обвинение в судах по более чем 300 уголовным делам. В 2024 году вынесены приговоры за совершение 15 коррупционных преступлений, в том числе в отношении бывшего начальника отдела внутренних дел по Нерюнгринскому району, адвоката, руководителя органа местного самоуправления. Сотрудники прокуратуры также приняли участие в рассмотрении более 230 гражданских дел. Здесь прокуратура принимает участие и дает заключение по таким делам, как о выселении, о восстановлении на работе, о признании утратившим право пользования жилым помещением, признании безвестно отсутствующим либо умершими.
Далее хотел бы отметить, что надзорная деятельность органов прокуратуры многогранна, и приоритетная задача при осуществлении прокурорской надзорной деятельности ставится, исходя из анализа поступающей в органы прокуратуры информации органов местного самоуправления, информации средств СМИ, печатных изданий и других. Пристальное внимание прокуратуры направлено на соблюдение трудового законодательства и особенно на нарушение прав работников в части выплаты заработной платы. Прокуратурой города на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением трудовых прав граждан. Особое внимание уделяется при этом оплате труда. Так, в истекшем 2024 году по мерам прокурорского реагирования была выплачена заработная плата в размере более 30 миллионов рублей работникам коммерческой организации, порядка 130 человек. Кроме того, в отношении должностного лица данной организации по материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Личный прием граждан по вопросам нарушения трудового и жилищного законодательства, нарушений в сфере ЖКХ, законов об исполнительном производстве и многим другим ведется на постоянной основе. В прошлом году было удовлетворено более 300 личных обращений, по которым приняты меры к восстановлению нарушенных прав граждан. Ситуации, с которыми нерюнгринцы обращаются в прокуратуру, самые разные. Так, была проведена проверка по обращению местного жителя о нарушении его прав. Установлено, что заявитель направил в администрацию района обращение, которое в нарушении закона в установленном порядке не зарегистрировано. Ответ не дан. В частности, доводов, не относящихся к компетенции муниципалитета, обращение в соответствующий орган власти не направлено. По результатам проверки прокуратуры города в администрацию района было внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения были устранены. Виновное должностное лицо по постановлению прокуратуры города было привлечено к административной ответственности по статье 559 Кодекса административных правонарушений за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Другой случай связан с ценообразованием. В ходе прокурорской проверки в деятельности двух юридических лиц выявлены факты превышения установленных законом предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств. По отдельным категориям автомобилей превышение стоимости составило более чем в 2 раза. В одной из организаций также выявлены факты взимания отдельной платы за выдачу диагностических карт. По результатам проверки прокуратуры города в администрацию района было внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения были устранены. Виновное должностное лицо по постановлению прокуратуры города было привлечено к административной ответственности по статье 559 Кодекса административных правонарушений за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Один из последних случаев – прокурорская проверка по факту получения травмы ученицы 5 класса на территории средней общеобразовательной школы номер 2 города Нерюнгри. В октябре 2024 года девочку при нахождении ее на территории школы толкнул одноклассник, в результате чего она упала и сломала ключицу. Указанное в том числе стало возможным из-за непринятия образовательным учреждением мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей. В связи с этим суд по иску прокуратуры взыскал со школы в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 170 тысяч рублей и материальный ущерб в сумме более 5 тысяч рублей за приобретенные лекарственные препараты, средства для фиксации руки. Решение не вступило в законную силу. Прокуратура города Нерюнгри провела проверку соблюдения земельного законодательства. Установлено, что в администрацию поселка Чульман обратилась мать 5 детей, супруг которой находится в зоне специальной военной операции, с заявлением о предоставлении ей в собственность находящегося на праве аренды земельного участка под ее индивидуальным жилым домом. Вместе с тем, обращение женщины в установленный законом срок не рассмотрено. Проект договора купли-продажи не подготовлен и заявительнице не отправлен. По результатам проверки исполняющим обязанности главы поселения было внесено представление. В отношении должностного лица специалиста муниципалитета возбуждено дело административного правонарушения, предусмотренное частью 1 статьи 19.9 Кодекса административных правонарушений, то есть за нарушение
порядка и сроков рассмотрения обращения о предоставлении земельных участков. По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования права заявительницы восстановлены, с ней заключен договор о предоставлении земельного участка. Также сегодня прокуратурой города Нерюнгри поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 14 местных жителей. Установлено, что подсудимые, действуя организованной группой, длительное время на территории Нерюнгринского района совершали преступные действия, связанные с вовлечением и организацией занятий проституцией. Кроме различных сроков наказания, с обвиняемых в доход государства обращено более 13 миллионов рублей, 2 автомобиля, гостиница в городе Нерюнгри и квартира в городе Благовещенск, приобретенная на денежные средства, полученные преступным путем. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил организатора к 5 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом 1 миллион рублей. Ее помощнику назначено наказание в виде 5 лет и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием ими наказания в колонии общего режима. Третье лицо осуждено к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. 3 подсудимых осуждены к условной мере наказания и 8 лиц к штрафам в суммах от 100 до 150 тысяч рублей. Прокуратурой города Нерюнгри поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 2 жителей районного центра. Установлено, что подсудимые, супруги, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства, совершили противоправные действия. Прибывшие сотрудники отдела МВД по Нерюнгринскому району, действуя в рамках закона о полиции, приняли меры по пресечению противоправных действий. Подсудимые, препятствуя законной деятельности правоохранительных органов, применили физическое насилие в отношении сотрудников полиции, причинив им вред здоровью средней тяжести, а также телесные повреждения. По результатам судебного рассмотрения уголовного дела Нерюнгринским городским судом Республики Саха-Якутия вынесен обвинительный приговор. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима, а подсудимому назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием 10% заработной платы ежемесячно в доход государства. Сегодня прокуратура продолжает свою надзорную деятельность за соблюдением Конституции, исполнением законов и прав граждан Нерюнгринского района.